республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2019-2024 годах, утвержденной в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», в текущем году планируется расселить 132 человека из 31 помещения. Переселить планируется в общей сложности 629 человек в течение 5 лет. Это позволит завершить текущий этап реализации программы. По данным Министерства строительства Ингушетии, в регионе также имеется аварийный жилищный фонд, признанный таковым с 1 января 2017 года по январь 2022. Всего в республике 27 таких многоквартирных домов, жителей которых также необходимо переселить в новые квартиры или же провести мероприятия по выкупу аварийного жилья у собственников. Российское общество знания принимает заявки на участие в конкурсе «Знание Лектор». Участвовать могут все желающие. 50 победителей получат по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента, а сильнейшие школьники – путевки в Международный детский центр «Артек». Прием заявок идет на сайте проекта до 30 июня. Школьники с 14 лет могут подать заявки отдельно до 3 июня. Основной отбор начнется с обучающего курса по публичным выступлениям. Выпускники курса до 5 июля должны загрузить видеовизитку и рекомендательное письмо от органов государственной власти, общественных объединений, образовательных организаций, научного сообщества или бизнеса. Региональный этап пройдет с августа по ноябрь. Традиционное шествие Бессмертного полка в этом году пройдет в новом формате. Такое решение принято штабом движения «Бессмертный полк» в целях обеспечения общественной безопасности. Как отметил глава региона Махмуд Аликалиматов, главную памятную акцию мы все равно проведем. И сделать это можно разными способами. Разместив, например, фото героических отцов и дедов на баннерах, на транспортных средствах, в социальных сетях. В школах республики пройдут мероприятия под названием «Бессмертный полк. Герои рядом с нами». Также в младших и старших школьных классах состоится занятие «Разговоры о важном», которое будет посвящено Дню Победы. Кроме того, в библиотеках и культурно-досуговых учреждениях городов и районов республики проведут концерты и выставки, спектакли, лекции и ряд других мероприятий, посвященных Дню Победы. 33 года назад Верховным Советом РСФСР был принят закон о реабилитации репрессированных народов. Один из самых гуманных законодательных актов в истории России стал торжеством справедливости и первым шагом к достижению важнейшей цели – восстановлению ингушской государственности. Исторический документ принимался усилиями видных ингушских деятелей, среди которых Бимбулат Богатырев, Беслан Костоев, Муса Дарсигов, Ибрагим Костоев, Бесултан Сейнароев, Хамзат Фаргиев. Большой вклад внесли и выдающиеся личности страны – ученые, космонавты, писатели и общественные деятели. Решающую роль в создании республики сыграл человек из народа, настоящий патриот Муса Дарсигов. При его активном участии Верховным Советом СССР 26 апреля 1991 года был принят закон о реабилитации репрессированных народов. В Ингушетии открылось здание ресурсного центра развития добровольчества. Об этом сообщил глава региона Махмуд Аликалиматов. Еще до открытия здания организация направляла силы на развитие волонтерства и поддержку различных социальных проектов. В 2023 году в Ингушетии было создано 159 волонтерских организаций. Прирост добровольцев составил 4076 человек. Общее количество составляет 7879. Количество обученных волонтеров по федеральной программе «Добро университет» составило около 1000 человек. В рамках федеральной программы «Социальное развитие» нацпроекта образования организация реализовала 5 проектов. «За спасибо», «Волонтерство как образ жизни», «Марафон донора», «Спасти за 60 секунд» и «Эко-умники». В Ингушетии в текущем году будет благоустроено 20 общественных территорий. В данное время всеми муниципалитетами заключены контракты на проведение строительных работ, а в некоторых они уже начаты. В сельском поселении Сурхахи полным ходом ведутся работы по асфальтированию улицы Новая. В Малгобеке приступили к благоустройству улицы Мансура. Подрядная организация выравнивает дорожное полотно и приводит укладку песчано-гравийной смеси. Аналогичные работы ведутся и в Новом Реданте Малгобекского района. Здесь в течение года благоустроят 6 общественных пространств. Работы ведутся в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда».
Сегодня отмечается 38 лет со дня трагедии, которая произошла на Чернобыльской атомной электростанции. Взрыв атомного реактора унес тысячи жизней. Излучению подверглись 17 стран Европы и 14 регионов России. В ночь на 26 апреля 1986 года в четвертом блоке произошел взрыв, вспыхнул пожар, а в окружающую среду попало колоссальное количество радиоактивных веществ. В Чернобыль было направлено более 500 тысяч ликвидаторов и более 200 миллиардов долларов на ликвидацию. Эвакуировано свыше 115 тысяч жителей. Среди тех, кто ликвидировал последствия ЧС, были и наши земляки – порядка 200 человек. Еще около 500 находилось в 30 километрах от взрыва в зоне отчуждения. В регионе к 2016 году, к 30-й годовщине трагедии, на мемориале памяти и славы установили памятник чернобыльцам.